Купить себе новый смартфон Юлия хотела давно. Для гэтага збирала гроши, подзарабляла. Телефон вырашила выбрать у интернет-краме, якая активно рекламовалася у Инстаграме. Гаворыць, подкупили обяцанки вялікіх знижок, гарантии и нават подарунки. Продавцы сцвярджалі, телефоны оригинальные и только новые. Про то, что тут может быть подман, брастаўчанка нават и не задумывалася. Товар доставили уже праз пару дзён. Растэрміноўка с процентами обышлась у 1200 рублей. Встреча происходила с представителем только на улице. На мой вопрос, почему, мне ответили, что очень много телефонов в машине, и они боятся оставлять без присмотра. Меня постоянно торопили, я не могла его полностью осмотреть. То есть визуально я его осмотрела, вроде проблем никаких не было. Проблемы всплыли уже дома. Когда Юля уключила свой новенький телефон, оказалось, что экран темный, кнопки пошкоджены, навушники не працуюць, да и шкло с трэшчынай. Обяцаных подарунков курьер наогул не привез. Юля паспрабавала связаться с продавцами, каб ликвидовать неисправности. Покупницы пропоновали вернуться у сервисный центр у Минску. Однако Юлия вырашила показать свой чудо-смартфон знакомым майстрам. Опытные специалисты одразу выявили подробку. Цвет не тот, то есть корпус сразу не оригинальный, шрифт тут не тот, яблоко не то, и экран, естественно, не оригинальный, потому что цвета не насыщенные. Майстры выказали здагадку, хутчэй за ўсё телефон адноўлены. Юля проверила аппарат па серыйным нумары, и тут з'явіліся новые доказы падману. Смартфону уже целый год и 1 месяц. Узброіўшыся аргументами, покупница зноў паспрабавала звязаться с продавцами, а их уже як веником змяло. Фирма змянила назву и номеры телефонов. Абонент временно заблокирован. У пошуках справедливости Юля звернулась у Таварыства по обороне правов споживцов и написала претензию, але продавец на ее ніяк не отреагировал. Если мы не получаем письменного ответа, удовлетворение требований, то в любом случае нужно будет обращаться в суд. Данное оборудование будет послано на экспертную организацию, которая проведет экспертизу и даст четкие характеристики данного телефона. У Таварыстве обороны правоў спажыўцоў запэўніваюць, зараз таких падманутых пакупнікоў, як Юлія, па ўсёй краіне ўжо больш за 40 чалавек. Усе яны хацелі купіць новыя смартфоны, але на паверку гаджеты аказаліся падробкай. Цяпер іх чакаюць доўгія судовыя справы ў чаканні вяртання сваіх грошай. Алекс Завадскі, Александр Севіцкі, телерадыёкампанія «Брест».